В руках хрупкой девушки под воздействием огня и силы обычный кусок металла превратился в цветок. Ведь мастер-класс для участников форума проводит настоящий маэстро кузнечного ремесла Адам Галаев. Попробовать свои силы в этом нелегком деле здесь может любой желающий. Мне понравилось, потому что я просто забылась, отвлекаясь, и у меня лучше получается. На самом деле это очень интересно. Помимо кузнечного дела, тут и разные другие мастер-классы были показаны сегодня, и я везде успела попробовать себя. Подобный форум в Ингушетии проходит впервые. На трассу развития слетелось более 100 участников из 80 регионов России. Здесь максимальное слияние с природой. Живут ребята в двухместных палатках. Вокруг только горы, чистый воздух и хорошая компания. Мы заселились вчера. Целый день мы уже и ночь здесь прожили, пережили. Но ночью было, в принципе, так-то нормально. Но мы легли, конечно, в 3 часа ночи. Вот. Но моя соседка легла намного раньше. И, мне, в принципе, в 3, где-то часов в 5 уже начало выходить солнце, и было уже намного теплее. Вот, у нас здесь, в принципе, все очень скромно, но я еще себе стырила подушку. У меня здесь есть подушка, вот, спальный мешок, коврики. Вот у соседки моей в спальнике она сейчас ходит, потому что ей холодно. Ну и здесь, в принципе, вот ее вещи и мои вещи. Любознательные студенты приехали не только посмотреть горы и башни. Выражаясь языком молодежи, здесь их ждет максимальная прокачка. Походы, тренинги, лекции. Зарождение идеи проведения данного форума к нам пришло еще давно, когда вообще возникала идея поехать в горы и отдохнуть. Первая мысль – это поставить палату, разжечь костер, приготовить в полевых условиях еду и общаться с близкими своими людьми. В дальнейшем это переросло в то, что мы хотели организовать вот подобного рода мероприятия для себя, для молодежи, но и получить дополнительное развитие. И поэтому мы проложили такой небольшой маршрут, где точка А – это альпинистский лагерь Кязи, точка Б – это достопримечательность Ингушетии. И вот когда мы выходим уже на поход, на 3-й день получается, мы останавливаемся на определенных точках, выступает спикер и ведет такую психологическую прокачку, мотивацию, можно сказать, для дальнейшего развития, движения молодежи. Для гостей региона свои творения выставили и ремесленники Ингушетии. В их числе также работы Магомед-Башира Аздоева. Желающие смогут забрать частичку Ингушетии домой. Например, натуральный камень, жидкий камень, природный камень, водопады, разные. Каждый участник форума уникален по-своему. Они приехали знакомиться, учиться, делиться опытом и, конечно, дружить. Я прилетел к вам из Сочи, вот только что закончил там образовательную программу, такую всероссийскую школу по искусственному интеллекту в Сириусе. И вот прямым рейсом сюда, я молодой ученый, занимаюсь исследованиями в области глубокого обучения. Вот. И на самом деле, приехав сюда, передо мной встал такой сложный выбор довольно. Вот приехать вот сюда, в горы, пожить в палатках 3 дня, либо эти же 3 дня провести вот на подобной школе, с которой я прилетел, на школе по нейробиологии, которая здесь неподалеку в Армхе проводится. Вот. И я приехал сюда, и вот сегодня утром я ребятам сказал, что я остаюсь. Вот мне настолько здесь понравилось, что никаких вот этих обычных форумов не надо, школ с учеными успею еще наобщаться, но такое, боже, такой раз в жизни. Вот только что в кузнице сковал свой первый лист, вот, рабочие руки, супер, просто супер. Приехала, потому что меня пригласили. Здесь очень красиво, очень вкусно все. И действительно здесь стоит побывать. Это мой первый раз поход в горы. Особое внимание всех участников форума привлекла эта пара. Ефимовы приехали на форум из Краснодара на своем доме на колесах. Татьяна – профессиональный фотограф и творческий человек. Девушка всегда мечтала путешествовать. Супруг идею поддержал. Я давно хотела именно в горы. Муж очень сопротивлялся долго, но так получилось, что нас пригласили на трассу развития. Я подавала заявку, и мою заявку одобрили. Вот, его заявку не одобрили, но мне пришлось замолвить словечко, чтобы его все-таки взяли, и мы вот так приехали.
А вечером ребят ждет не только завораживающее небо, но и посиделки у костра, гитара, кино и песни. Организаторы обещают сделать эту площадку ежегодной и влюблять в Ингушетию все больше людей. Зарема Ивлоева, Мухаммад Белакиев, Новости 24.